эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса. После заявления главы государства Владимира Путина правительство России утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. В первую очередь скажем так, что определены отрасли экономики, которые наиболее пострадали в указанный период. И, конечно же, для тех категорий субъектов, для тех работников, которые входят в организации или работают у предпринимателей, которые входят в указанный перечень, определены правила получения субсидий, которые определены, исходя из минимального размера оплаты труда и составляют 12 130 рублей. Основные принципы и требования к организации и индивидуальному предпринимателю для получения выплат – это чтобы ИП на 1 марта текущего года был в реестре малого и среднего предпринимательства, не имел задолженности на 1 марта по налогам и страховым взносам, превышающей 3000 рублей. Также, чтобы численность работников организации или ИП в апреле и мае составляли не менее 90% по отношению к марту 2020 года. Организация и индивидуальные предприниматели не должны находиться в процессе ликвидации, в процессе банкротства, и по которым не принято решение об исключении из единого государственного реестра налогоплательщиков. Указанный перечень ограничен, и в постановлении определены основные моменты, то есть без каких-то лишеств, без каких-то усложнений. Сделано все для того, чтобы действительно организации и индивидуальные предприниматели, которые пострадали в указанный период, на основании представленных заявлений получили указанные субсидии. Если все вышеперечисленное в порядке, то для того, чтобы получить субсидию, достаточно заполнить и подать заявление в налоговую инспекцию. Заявления подаются организациями и индивидуальными предпринимателями либо через личный кабинет налогоплательщика, который открыт для организации и индивидуального предпринимателя, либо по каналам телекоммуникационной связи, либо представляется по почте. Заявление принимается, налоговыми органами рассматривается заявление в течение 3 дней, и если какие-то есть несоответствия с данными, которые имеются в базе налоговых органов, то в течение 3 дней и не ранее 18 числа месяца следующего, за который рассматривается получение субсидий в адрес налогоплательщика, также либо по ТКС, либо через личный кабинет, либо по почте направляется соответствующее уведомление о том, что имеются соответствующие нарушения и неточности. Для того, чтобы подать заявление, в первую очередь организации, индивидуальные предприниматели обязаны представить сведения по страховым лицам по отчетности РСЗРМ в органы пенсионного фонда за апрель-май месяц. Для того, чтобы в дальнейшем налоговые органы при поступлении заявления проводили сверку и уточняли действительно количество наемных работников. В целях реализации постановления правительства России в Ингушетии уже определен список из почти 950 налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в указанных отраслях экономики. На сегодняшний день определено количество субъектов, состоящих в реестре субъектов малого предпринимательства, всего составляет количество 947. По налоговой статистике по состоянию на 12 мая представили заявление для получения субсидий с федерального бюджета 8 юридических лиц и 7 индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день есть лица, которые уже получили субсидии с федерального бюджета. Налоговый инспектор обзванивает и уведомляет тех, кто имеет право на получение субсидий. Предприниматели, в свою очередь, отмечают, что смогли без всяких проблем заполнить заявление на сайте или же личном кабинете, а некоторые уже и получили выплаты. Где это внятно было описано и подача заявления при входе в личный кабинет индивидуального предпринимателя, нажав на кнопку заявления, спуститься вниз, где таким же вторичным же нажатием просто
Да, то есть скажем так, что вопросов у вас с подачи заявления не было, да? Вы подавали заявление через личный кабинет налогоплательщика, да? Да. Все очень понятно, легко очень получилось. А скажите, субсидию вы не получили еще? Получил. А вы уже получили субсидию, да? Да. Ну, хорошо. Как только мы открыли личный кабинет, там выбрали заявление и там сразу То есть трудностей с подачей заявления у вас не было? не было. А скажите, а как вы узнали о том, что проводится указанная работа? Вас уведомляли или вы через средства массовой информации узнали? У меня есть программа пересылки отчетной, и туда пришла рассылка от ФНС. А то есть вам, Что есть такое. да, вам пришла рассылка с налогового органа, да, с ФНС, да? Ну, очень хорошо. А тех, кто еще не успел подать заявление на получение субсидий, смогут это сделать до 1 июня, после чего получат выплаты за апрель месяц. Это будет первый этап. Второй этап начнется с 1 июня и продлится до 1 июля. Предприниматели, подавшие заявление в этот период, смогут получить средства за май месяц. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24.